Смотреть. Татарстан. Липецкая область. Итак, тогда в темпе, да. Липецкая область одна из самых молодых, 1954 год. Трехглавый дракон, знаменитый арт-парк Кудыкина гора. Липецк признали беговой столицей России. Здесь очень развито беговое движение. Ага. Тверская. Тверская область. Тверской машиностроительный завод ПМЗ, знаменитый. Это единственный завод, где производят вагоны, которые ездят со скоростью 200 км в час. И, конечно, в глаза бросается вот эта кабина машиниста современного электропоезда. Это Смоленская область. Ходят они здесь в Москве. Такие, кажется, да, это не просто кабина, тренажер. Смоленская область, западные рубежи, значит, наши защищает, видите, в виде крепости такой сделал. Белгородская область. Белгородская область, меловые горы. После известных событий здесь вот сердце такое разместили. Белгородская область у нас в последнее время подвергается обстрелам, поэтому... Здесь находится, кстати, Прохоровское поле. Это одно из трех ратных полей России. Первое у нас Моряково поле, второе Бородинское поле, третье Прохоровское поле, с которого началась Курская дуга и перелом в Великой Отечественной войне. А сколько танков на Прохоровке было? С одной и с другой стороны. Надо посмотреть. Вы меня все время подвигаете развиваться. Спасибо вам большое. Воронежская область, друзья мои. Вот здесь я не могу не сказать про Воронежский эталонный чернозем. Конец 19 века, 1789 год, Парижский. Западные Эйфелеву башню выставили. Нет. Все хотят посмотреть, как это так, на такую глубину, и Земля продолжает родить. То есть она не теряет своих свойств. Причем это мы говорим, что кубометр. Раньше сажениями мерили, а это 2 метра 16 сантиметров. Представляете, на 2 метра вниз, туда вглубь, и все. Кошмар. Сейчас даже в Московской области не советуют копать на штык лопатой, потому что вымывается почва такая, ее все время надо удобрять. А это вот на 2 метра 16 сантиметров. Представить невозможно. Владимир Суздаль, это Древняя Русь, Владимир Суздальское княжество, Андрей Боголюбский князь, который перенес столицу из Киева во Владимир. И 300 лет, с 12 по 14, по 15, даже 400 лет, князья ездили венчаться на Великое княжение во Владимирский собор. Один из самых старых городов Суздаль. 1000 лет в этом году отмечает. Ивановская область. Я волнуюсь, как бы нам успеть. Ой, простите, пожалуйста, простите, извините. Ярославская область. Что символизирует эта инсталляция? Да, эта инсталляция, это лес костромских историй. В Костромской области 70% занято лесом. Вы видите, павильон вот выполнен таких вот в виде вот леса. Каждое дерево чему-то посвящено. Прям природа. Да. Ярославская область, Ярославль, центр Ярославля весь полностью занесен в список всемирного наследия ЮНЕСКо. Это столица Золотого кольца России считается. Брянская область. Да, Брянская область, Брянский машиностроительный завод. Один из самых современных заводов. Вот здесь детей не оторвать, туда можно зайти. Это кабина локомотива, там можно тоже пофотографироваться, очень интересно. Орловская область считается литературной столицей России. Спасская и Лутовиново, Тургеневский дуб знаменитый. Его в 21 году ураган сломал, но жители Орловской области обещали его восстановить, возродить. Насколько это будет сложно, понятно, что это будет долго расти. Ему 200 лет должно было исполниться, вот сломал его ураган. Многие спрашивают, откуда в Орловской области зубры. Да, Орловское Полесье. Зубры там действительно
присутствовать, что называется. Главный выход 4, главный выход 3. Сейчас, минуту. Главный выход 4, главный выход 3. Про переработку. А я еще раз напомню, для тех, кто только к нам присоединился, мы сегодня имеем Вот сейчас возможность вы можете выйти, как вот мы... но и тот из вас, кто может рассказать про процесс переработки конкретного материала, металла, пластика, бумаги, про переработку вкусырья. Если вы говорите, Алексей Алексеевич говорит, что все правильно, да, то тогда вы получаете специальный приз какой-то. Прям хороший серьезный подарок. Как вас зовут? Елена, скажи, пожалуйста, с какого региона приехали на... Вот один из самых любимых форматов времяпрепровождения на стенде Московской области. Это псевдоинтеллектуальная игра до викторина с вопросами, а сегодня тематическими. Почему, значит, клавиатура? Здесь Сергей Васильевич Рахманинов, здесь Заповедник, они проходят на стенде Московской области. Сегодня это день экологии. А волка нету, да? Волка нету? волк, вот он, да, где-то должен был быть. В Тамбове? Да, должен быть. Его убрали, кстати. Вон он, серебристый. Вон он. А, Ни в коем случае. ну как собака же. Правильно. Дело Румянцева, Тамбовский волк тебе товарищ, правильно. Друг, как проверку какого-то материала. То есть мы не высшее учебное заведение. По галопу по Европе быстренько, поэтому вот так. Дипломы тоже не выдаем, но я весьма рад, когда у меня есть с кем приятно пообщаться. В данном случае две команды, которые разительно отличаются друг от друга. И по составу, и по Курская область, Курские соловьи. Здесь можно курских соловьев послушать. Здесь можно... Пойдемте зайдем уж, что ж. Соловьиный край. Окунуться здесь в это все великолепие. Потом Курская магнитная аномалия, там, где компас обманывает. Куряне тоже гордятся своим черноземом. В Курской области, Воронежской области спорят, чей чернозем ценный. Куряне говорят, что у них меньше, значит, прослойка глины, поэтому у них ценнее. Здравствуйте. Так. Вот. Кабардино-Балкарский не случайно здесь уникальный климат. Ночью с гор дует холодный ветер, днем на горы наоборот. И в предгорье климат такой особый, который вот именно для яблочных садов очень благоприятный. Эта машина как называется? Чаборс. Чаборс. Борз это волк же, да? А ча это что значит? Медведь. Медведь. Медведь и волк? Вы бьете все рекорды. Ну молодцы, слушай, здорово. Влезли. На все техники сегодня прокатились. Да, я несколько сделал. Давай. Ну, конечно, гордость Кабардино-Балкарии — это гора Эльбрус.
Северной Осетии, видите, тоже занимается вот восстановлением всяких вот этих вот народных промыслов. Видите, как все народ так ценит это все. Карачаево-Черкесия считается столицей астрофизической. Здесь астрофизическая лаборатория в районе станицы Зеленчукская расположена. Вот на макет. Макет телескопа. Там на самом деле есть в горе телескоп, а есть, значит, в предгорье радиотелескоп, так называемый РОТАН. И вот они между собой как бы соотносятся и таким образом изучают космос. Дагестан. Тоже удивительный регион. Говорят, там тот, кто был, такие красоты. Сулакский каньон самый глубокий. Потом, значит, села-призраки, брошенные в горах, туда возят туристов. 40 языков в Дагестане и больше 100 национальностей, больше 60 народностей. Каспийский мост, который в Дагестане. Который стоит недалеко от Дербента. Вот эти вот знаменитые ингушские башни, которые мы на елку видели. У нас, правда, совсем мало времени остается. Вот как раз в Херсонской области заповедник Аскания Нова с зебрами. Вот сейчас тут другие животные. Здесь еще есть потрясающие розовые озера. Говорят, что это Севаш, но немножко не точно. Это озеро Геническое. Оно соленое, и там выживает только микроорганизм особый, который каротин вырабатывает. Каротин обычно, морковка, понятно, это оранжевый цвет, но под воздействием соли он становится розовым. И вот розовое озеро, говорит, он все время, в зависимости от освещения, от дня, от времени суток, все время меняет свой цвет. Вода. Запорожская область, город Энергодар, Запорожская атомная электростанция входит в топ-10 самых мощных электростанций мира. Ставрополье и Житница, и Здравница. Кавказские минеральные воды лечат. Пшеничные поля, значит, всех кормят. Уважаемые друзья, подходите ко мне, чтобы мы с вами без времени. Уже прям вот да. Уже пойдемте, да. Донецк все воспринимают как город шахтеров, город труженик, понятно, но его еще называют городом миллиона роз. Был такой Владимир Дегтярев, первый секретарь обкома, и вот он решил в 70-х годах прошлого века сделать город красивым, посадил розы, они прижились. Луганская республика, Луганск, один из крупнейших городов. Здесь вот памятник труженикам стоит. Вот. Но еще Луганск — родина Владимира Даля, автора толкового словаря. А почему 1846? Севастополь. Ой, не могу вам сказать, сейчас не помню, но считается, это главная база Черноморского флота. И это город белокаменный, потому что там особый кирпич белый в окрестностях Севастополя добывают. Вот все из него там построено. Можно сфотографировать? Давайте вот вы станьте. Обитает постоянно на территории парка. Сколько видов? Ваше время вы предлагаете свою версию. Дуже гарно. Меньше, пока вы не угадаете точное число. 15 больше.
30, 70, меньше. 59 больше. 63 больше. 57 больше. 59 меньше. Я вручаю. Фестиваль Адыгейского сыра в сентябре месяце приезжает. И тоже супер. Да, это адыгейский сыр, да, оценка так сразу, да, вспоминаем, что это сыр. Да, пойдемте нам начать. За 23 год. По посетителям, пожалуйста. К сожалению, уже надо прогуляться. Люди нас ждут. Мы да. Межрегиональный диалог в Республике Карабахия выстроен. Очень, естественно, хорошо. Различные экологические технологии, которые представлены различными отраслями. Пожалуйста, подходите на наш стенд. Здесь сейчас будет проходить экологическая викторина. В данный момент также проходит игра, как управлять отходами. А, Башкортостан. Самара. Вы наблюдали за этим записанием. Видите, как жалко? Очень жалко, я хотел бы отметить. У вас двое детей. Сейчас, удивление, согласен. Возраст. Ну хорошо, давайте так. Мы однозначно дарим Людмиле самый главный, один из самых главных подарков. И Максиму, Максим, ты заслужил это. Мариэл. Почти не делают все, не садится на землю. Кушает рыбу. А рыбу кушает только мясо. Но такую зато не кушает. Дальше. Чувашия. Это займет пару минут, а мы дарим отлично красивые. Кировская область. Мордовия. Удмуртия. Он бледный. Республика Татарстан. Первые, вторые, третьи. Друзья мои, нас ждут уже наши товарищи. Пойдемте, 5 минут у нас штрафа.